В эфире новости экономики на Якутия-24 в студии Нюргуяна Иванова, и в ближайшие минуты я расскажу об экономических событиях в республике и стране. В Якутии будет реализовано 7 мероприятий плана социального развития республики на общую сумму 2 миллиарда 168 тысяч рублей. На текущий год предусмотрено 874 миллиона рублей на 4 мероприятия по социальному развитию центров экономического роста. Это строительство школы номер 35 в Якутске, строительство Тампонской районной многопрофильной гимназии на 220 учащихся в селе Хандыга и строительство многофункционального спортивного комплекса в Среднеколымске, а также модернизация материально-технической базы 6 учреждений системы среднего профессионального образования республики. Всего на Дальнем Востоке одобрено 193 мероприятия на сумму 53 миллиарда рублей. Якутия намерена представить проект моста через Лену на предстоящем Восточном экономическом форуме. Цель – реально привлеченные инвестиции и запущенные проекты. Об этом сказал генеральный директор Агентства инвестиционного развития Якутии Александр Кондрашин. Сейчас уровень проработки таков и уровень политической ясности таков, что мы действительно можем реально двигаться дальше. Я слежу за этой дискуссией, за тем, как развивался этот проект уже довольно давно, и могу сказать, что, тем не менее, он часто проходил несколько стадий обсуждения, а потом опять откатывался. Казалось, что вот мы уже точно знаем, каким он будет, и вот снова мы, да, что называется, возвращаемся к исходной точке. Сейчас эти обсуждения, по сути, завершены, и решение о том, каким будет мост, уже есть. Каким он будет, какую он будет выполнять основную функцию, мы также знаем, и мы также уже приближаемся к пониманию того, кто и когда будет его строить. Я думаю, что по мосту у нас будет большой прогресс, и какую-то отправную точку мы сможем на ВЭФе зарегистрировать. Ну а между тем Якутия вошла в тройку лидеров по количеству поданных заявок инвестиционных проектов, которые будут презентованы на 4-м Восточном экономическом форуме. Республика подала 52 заявки, в тройке лидеров также Хабаровский край, 31 заявка, и Приморье, 30 заявок. Инициаторами проектов всего было подано 179 заявок. Суммарный объем заявленных инвестиций по поданным проектам составляет 1 миллиард 776 миллионов рублей. Больше всего проектов связано с туристической отраслью, сельским хозяйством, транспортом и логистикой. Меньше всего проектов связано с добычей топливно-энергетических полезных ископаемых. В качестве основных критериев отбора будут учитываться стадия реализации проекта, значимость его для региона, использование в проекте новых технологий и создание высокотехнологичных рабочих мест. Напомню, что Восточный экономический форум пройдет с 11 сентября по 13 сентября этого года во Владивостоке. Предполагается, что его посетят порядка 7 тысяч человек. Продолжаются рабочие командировки Айсена Николаева в качестве временно исполняющего обязанности главы Якутии. Сегодня он работает в Чурапчинском районе, где обсудит вопросы развития агропромышленного комплекса. Он отметил, что Якутии необходимо работать над качеством продукции, нужна большая комплексная работа, многоплановость республики нужно учитывать, а экологически чистая продукция должна быть доступна всем якутянам. Сегодня здесь состоялось совещание, посвященное вопросам развития сельхозкооперации в целом в республике, как раз на примере деятельности данного сельхозкооператива. Мы считаем, что сегодня перед сельхозкооперацией стоит уже вопрос товарного производства, его расширения, выхода на рынки Южной Якутии, Западной Якутии, севера нашей республики. При этом, конечно же, особое внимание должно уделяться двум вопросам. Это, во-первых, качеству продукции и количеству продукции. Наблюдательный совет Алроса рассмотрит 6 августа вопрос об утверждении положения о финансовой политике и положения о дивидендной политике в новой редакции, а также предварительные рекомендации общему собранию акционеров по выплате дивидендов по результатам деятельности Алроса за 6 месяцев этого года. Опубликовать финансовую отчетность за первое полугодие 2018 года планируется 24 августа. Пищекомбинаты в Якутии должны быть доведены до проектного уровня и работать на полную мощность. Об этом временно исполняющий обязанности главы республики Айсен Николаев заявил во время своей рабочей командировки в Татинский район. По его словам, в последующие годы сельское хозяйство в Татинском районе будет поступательно развиваться, однако сейчас пищекомбинат, построенный в Тате, работает не на полную мощность.
К сожалению, тот пищекомбинат, который здесь был построен, мощный и способный производить современную продукцию, сейчас не работает в полную меру. Сегодня дано поручение правительству республики и Министерству сельского хозяйства принять исчерпывающие меры, чтобы подобные пищекомбинаты были полностью доведены до проектного уровня и вышли на проектную мощность в ближайшее время. Таких комбинатов у нас несколько в Татте, Чурапче и Верхневилюйске, сказал он. На подготовку к новому учебному году в Якутии предусмотрено 750 миллионов рублей, из которых 1 миллион рублей – средства из республиканского бюджета, 735 миллионов рублей – муниципальные средства и 14 миллионов рублей из внебюджетных средств образовательных организаций. По состоянию на 1 августа Управлением образования муниципальных районов и городских округов проверены и признаны готовыми 182 образовательные организации, что составляет 90% от плана. Сегодня, 3 августа, вступил в силу закон, повышающий размер госпошлины за оформление биометрических заграничных паспортов, российского пластикового водительского удостоверения нового поколения, а также устанавливающий новый вид пошлины за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства на пластиковой основе. Отныне оформление биометрического загранпаспорта будет взиматься пошлина в размере 5000 рублей. С лиц младше 14 лет – 2500 рублей. Также установлен новый вид пошлины за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства. Услуга обойдется в 1500 рублей. За выдачу национального водительского удостоверения нового образца придется заплатить 3000 рублей. Вырученные средства позволят компенсировать расходы федерального бюджета более чем на 42% от фактических затрат МВД. Увеличение размеров госпошлин позволит обеспечить ежегодное поступление доходов в федеральный бюджет на сумму свыше 42 миллиардов рублей. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.